18 января средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,17 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляют $1 США от 10,25 до 10,27 сомони, 1 евро от 11,17 до 11,20 сомони, 1 российский рубль от 0,1480 до 0,1505 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром растут, поскольку инвесторы ожидают увеличения спроса на сырье со стороны Китая. Цена на нефть марки Brent составила $86.64 за баррель, марки ВТИ $81.21 за баррель. Стоимость золота в среду утром снижается на 0,5% и уже находится под отметкой в $1900 за унцию, в то время как финансовые и сырьевые рынки в том числе ожидают продолжения сокращения промышленного производства в США. Глава МВФ Кристалина Георгиева, выступая на экономическом форуме в Давосе, вспомнила песню «Хотят ли русские войны» и заявила, что разрешение ситуации вокруг Украины будет прекрасной новостью для мировой экономики. Об этом передает РБК. Георгиева назвала военный конфликт на Украине ужасающим и вспомнила 90-е годы, когда она работала в Москве во Всемирном банке. И в то время, когда русских спрашивали, кем они себя считают, большинство отвечали европейцами, даже кто живет в азиатской части России, сказала глава МВФ. Затем она отметила, когда вы задаете этот вопрос русским сейчас, они ответят: мы другие, мы отличаемся от остального мира. По ее мнению, нужно было прилагать больше усилий для интеграции России и ее народа в мировое сообщество. Есть знаменитая русская песня «Хотят ли русские войны?» И главный посыл этой песни – «Нет, не хотят». Почему тогда это случилось и как мы можем положить этому конец? Даже столетняя война закончилась за столом переговоров, и чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И, конечно, будет прекрасной новостью для мировой экономики, сказала Георгиева. Глава МВФ отметила, что когда население страны поддерживает политику, не соответствующую ее интересам, миру стоит задуматься. Она добавила, что обеспокоена тем, что из-за боевых действий на Украине всех россиян мешают в одном котле. Национальный банк Таджикистана отозвал лицензию одной организации, работающей на страховом рынке страны. Об этом сообщает пресс-служба таджикского регулятора. Так, своей лицензии лишилась ЗАО «Ташкелоти Сугуртави Мехрюбон». В Нацбанке уточнили, что решение правления было принято в связи с грубым нарушением требований законодательства на основании вступившего в законную силу решения Душанбинского хозяйственного суда от 11 октября 2022 года об аннулировании лицензии ЗАО Ташкелоти Сугуртави Мехрюбон. Проект газопровода «Пакистанский поток» находится на стадии разработки. В ближайшее время будет разработана дорожная карта по нему. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете «НАТО». Российская делегация, состоящая из 80 членов, прибыла в Пакистан 17 января для трехдневных двусторонних переговоров в рамках форума межправительственной комиссии. В понедельник издание «Ньюс» сообщило, что власти Пакистана на начинающихся во вторник переговорах межправкомиссии с Россией намерены обсудить соглашение о торговле нефтью и сжиженным природным газом на долгосрочной основе. Газопровод «Север-Юг», переименованный в «Пакистанский поток», имеет важное значение как для России, так и для Пакистана. Правительство Российской Федерации уделяет этому большое внимание. Крайне важно тщательно изучить все доступные варианты и прийти к наиболее прозрачному экономическому обоснованию. Думаю, в ближайшее время мы разработаем дорожную карту по этому проекту, заявил министр. На узбекско-сингапурском бизнес-форуме, прошедшем 16 января, были заключены инвестиционные, торговые и финансовые соглашения на общую сумму около $5 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана. На узбекско-сингапурском бизнес-форуме, прошедшем 16 января, были заключены инвестиционные, торговые и финансовые соглашения на общую сумму около $5 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
Это является свидетельством значительной активизации нашего сотрудничества, его очевидном успехе и наполнении повестки узбекско-сингапурских отношений практическим и качественным содержанием, отметил Шавкат Мирзиёев на встрече с главами ведущих компаний и финансовых структур Сингапура, прошедшей 17 января в рамках госвизита узбекского лидера. Мероприятие прошло в Школе государственной политики при Национальном университете Сингапура, названной в честь Ли Куан Ю, бывшего премьера-реформатора и архитектора сингапурского экономического чуда. Мирзиёев обратил внимание, что визит в Сингапур стал его первым выездом за рубеж в новом 2023 году, что свидетельствует об исключительном внимании Узбекистана к установлению прочных и взаимовыгодных отношений с этой страной.